Выжившие по таким ироничным и креативным девизам старшеклассники отметили последний звонок. За 11 лет учебы они прошли много испытаний, сдали немало экзаменов, все преодолели, и теперь об этом можно шутить. Это день торжества и одновременно грусти прощания с детством, с родными стенами школы, с учителями, которые стали для них вторыми родителями. Выпускников встречают под ритмичную песню их младшие товарищи, которые с гордостью провожают их во взрослую жизнь. За усердие и отличные результаты в учебе, за творческие и спортивные достижения школьников награждают благодарственными грамотами. Выделили и активистов движения первых, которые вносили свой вклад в жизнь школы. Они участвовали в различных мероприятиях, представляли общеобразовательные учреждения на региональных и всероссийских соревнованиях. Всегда со своей улыбкой, подпрыгивающей, как всегда. Аспиев Абдулла, ученик 11-го класса. Всегда серьезный, но несмотря на все это, всегда креативный. В этот день все вспоминают свои школьные приключения, первые успехи, трудности. Впереди у выпускников новые горизонты, цели и мечты. Но все будут скучать по школе, по столовой, по любимым урокам, по друзьям. Школы особенно сей класс, потому что сей класс долго воспоминали, и мой режим, и дикий режим, долго с линейным классным руководителем. Это момент, что такие интересно холсум, яхло, такие уже будет очень весело. Некоторые выпускники рады, что наконец-то закончили школу, другие же имеют четкие планы на жизнь и знают, куда будут поступать. Давно хотела стать хирургом уже, лечить людей, делать операции. Это моя мечта с детства, потому что спасать жизнь людям – это награждение и для меня, и для них тоже. В стенах Центра образования свой последний звонок празднует и лицей «Детский сад». В их здании сейчас идет капитальный ремонт. Организаторы подготовили насыщенную торжественную программу. Здесь танцуют, читают стихи и поют песни, в которых чувствуются грустные мотивы. И нам никогда не забыть те добрые песни, что пели мы вместе, их будем беречь и любить. Исполняющий обязанности министра образования Ахмед Сароев вместе с директором школы награждают отличников и всех отличившихся грамотами. Хотелось бы вам еще раз пожелать удачи, успехов. Будьте смелыми, будьте сильными. Не надо ничего бояться. Главное, еще и достойно уважляться, не при данном допхестиш. Вы гордость нашей республики, вы будущее нашей республики, вы будущее нашей России. Школьникам предоставили возможность поблагодарить любимых учителей. Кто-то даже не сдержал слезы. Голос дрожал почти у всех. Спасибо вам за то, что не оставляли в трудную минуту, когда нужна была ваша поддержка, когда нужно было помочь нам с оценкой. Это тот человек, который разрешил бы любую нашу проблему, любой конфликт. Труднее всего расставаться с уже родными школьниками директору школы. Ада Газдиева надеется, что каждый сможет найти профессию по душе. Вот если ты не любишь свою работу, ну все тебе не в радость. Большая часть нашей жизни проходит на работе. И нужно выбрать ту профессию, чтобы ты приносил пользу обществу прежде всего. И я хочу пожелать нашим выпускникам, чтобы они принесли пользу своей семье, нашему обществу, своему государству. Это очень важно. Впереди выпускников ожидает последний школьный экзамен. Это ЕГЭ и ОГЭ. В школе в течение года велась интенсивная подготовка и пробные экзамены. Учителя верят, что все смогут сдать на высшие баллы, так как выпуск в этом году сильный. Амина Зязикова, Али Зязиков, Магаз 24.